Не только поставить на ноги, но и полностью восстановить. Такую задачу ставят врачи-реабилитологи Республиканского госпиталя для ветеранов войн. Сегодня в специализированном отделении клиники проходят лечение 25 пациентов. Среди них и участники специальной военной операции. С одним из героев познакомилась Татьяна Иванова. Евгений Сикаев принимал участие в специальной военной операции. На 47-й день он вместе со служивцами попал под минометный обстрел. Сначала мне попал осколок в грудь первый. Меня спас бронежилет. В кювет улетел от дороги. Получается. Потом уже когда второй раз встал, точнее, когда встал, второй прилетел мне, получается, в руку. Там довольно большую такую рваную дырку сделал. Оторвал мизинец и перебил сустав 4-го пальца. Евгений по правилам тактической медицины сам себя перевязал и полчаса бежал под обстрелом. Больше его не зацепило. Когда эвакуировали военный госпиталь, сразу провели операцию и сохранили руку. Сейчас боец уже дома, проходит курс реабилитации. С ним работает целая бригада врачей. Команда специалистов, которые подбирает совместно с пациентом цели и задачи для решения определенной конкретной проблемы данного пациента. То есть идет индивидуальный подход. Для восстановления после травм врачи используют и физиолечение, магнитотерапию, ультразвук. И даже давний метод парафинолечения помогает. Для каждого пациента разрабатывается специальная программа реабилитации. Восстанавливаются на первом этапе обычно все-таки в условиях госпиталей. Да? Второй этап они могут проходить уже и в Чувашской республике на базе тех медицинских организаций, где развернут именно круглосуточный стационар. Третий этап тоже проходит на территории Чувашской республики. У нас 11 медицинских организаций, которые имеют лицензию и оказывают этот вид помощи. Но курирует их госпиталь ветеранов войн. В ведущих чебоксарских клиниках есть реабилитационное отделение со специальным оборудованием. Например, экзоскелет помогает восстановить движение в конечностях после инсульта или тяжелых травм. А Евгений Сикаев уже завершает курс лечения. Врачи прописали ему упражнения на оборудовании БОС – биологической обратной связи. Выглядит это как детская компьютерная игра. Напоминает детскую игру, которую в детстве играл. Но там, правда, не такой самолетик был. И джойстик другой был. Тут как бы усилий больше надо прилагать. Там просто кнопки нажимал раньше. Сейчас у Евгения восстановились движения пальцев. Проходит скованность кисти, и уже он может сжимать кулак. Татьяна Иванова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.